Так, приехали в Таллин. Едем. Как он, морской вокзал называется, да? Морской порт. Морской порт. До туда сколько километров? Километра 3. 4, может. Может, ремень пристегнуть только. Вот пищевик. Да? Тартус недалеко, да? 180 километров. А, двойка это просто номер дороги, да? Прохладненько у вас. Да, 11 градусов сейчас. То я в Афинах был, там 40 градусов. Да, В Софии 18. И в этом опять Скопье, Белград, опять там жара по 30. Ну, тут сейчас совсем похолодало. Ну, Кишинев так тоже тепло. 26 где-то. А Минск прохладно. Над Балтикой, наверное. Сколько тоже красиво. Слева вот бывший целлюлозный завод, по-моему, теперь в дом переделали. Где вот верхушка вся стеклянная. Но люди не жалуются на химию быть. Да нет. Считается элитным домом. То, что недалеко от аэропорта. Ну да. Ну что, центр очень близко. Фактически вот Свис-отель видно, это вот центр города есть. Туризма. Я помню, в Риге был у них там магазин Spice. Водитель нас отвез там в 7-м году. Я его спрашиваю, ты где? Да я здесь в Спицах. Ну да. Нормально. Это город небольшой, тут все рядом. Что вот аэропорт здесь, вот за этим зданием уже и автовокзал сразу. Это алкогольный завод. А так, если вот у Рижский бальзам, а здесь Таллин. Вон на Таллин у нас. И Кянукук. Тоже бальзам, да? Это 40-градусный ликер. Один красного цвета и снизу такие кристаллы сахарные. В переводе Кянукук это петух на пне. Такой даже ресторан раньше в Таллине был. Теперь уже, конечно, снесли, переделали. А почему на пне именно? Не помню. Хочет высоко взлететь, но не Ну, получается. что-то такое, да. Петух на пне, да. И Ванна Таллин, 40-градусный ликер. Он такой с разных многих там этих трав, рома, там еще чего-то. Не, ну с петухом много напитков связано. Например, у этих же английский коктейл, это петушиный хвост переводится. И, в принципе, кока-кола это по-испански петушиный хвост тоже. Только я там не понял, где там петушиный хвост. А вам вообще в какой терминал? А их разные, да? Да,
есть Tallink, это D-терминал паром, есть Viking Line, это A-терминал, Linda Line. Между ними расстояние есть, да? Ну, там не такое большое, но полкилометра, километр, полтора. Чуть-чуть. Сейчас я посмотрю по графику лучше. Если на Швецию, то D-терминал будет. Не, на Хельсинки. Так. Если в час, это, а здесь не написано, да, терминал. Вы просто можете паром сказать, я скажу какой. Ну, здесь Linda Line. Да, это тогда за Горхолм, который строился вот на Олимпиаду как раз. Linda Line, да? Самый быстрый, кстати, в Финляндии. Час 45, а остальные по Ну и 20. дешево, вот, я смотрю, 17 евро всего. А те идут 35, 22, 27. В принципе, сейчас 10 же, да? 9. 9:20. А ну еще во времени можно еще вокруг там посмотреть, что есть. Это вот новые трамваи столько запустили в этом году. Низкая посадка. Это типа, я такие видел в этом в Страсбурге в 96-м году. Меня поразили вот эти окна. Ты сидишь, как будто фотоешься, как будто на улице. А так население здесь меньше миллиона. В Эстонии 1,3 миллиона всего. А в Таллине из них где-то 450 тысяч. То есть треть народа здесь. И все равно есть метро, да? Не, метро нету, только Метро нет? вот трамвай, автобусы, троллейбусы. Ну вот не поймешь в интернете пишут линия метро, а это, видимо, это трамваи, да? Трамваи только, да. Потому что я тоже смотрю, откуда Единственное, там что... Кишинев метро написано, на них спрашиваю, нет. Ну да, нет, здесь только трамваи, и вот единственное, будут прорубать, сейчас делают к аэропорту, чтобы трамвай с аэропорта в центр ходил. И вот там торговый центр, который в Вильнюсе, самый большой в Таллине. Ну, все торговые центры только и расширяются, ну, борются кто больше. И титул постоянно переходит. Ну, очень много как бы финнов с Финляндии постоянно едет, поэтому они договариваются. Язык там похож, что у них получается? Ну, визуально немножко, если человек не знает вот ни финского, ни эстонского, то для них он звучит очень-очень похожим. А на самом деле финны с эстонцами очень мало что могут друг у друга понять. Ну, там ударение и произношение. Да? Не, просто у меня были словари, я смотрел, там, скажем, Паска и Паска. Рядом же. Ну, ну, а так вот, если, скажем, взять Kaupakeskus, это по-фински типа торговый центр, а у нас Kaubakeskus. То есть такие слова парочку можно понять, а так у них Хоумента это доброе утро, а у эстонцев там Tere hommikust. Ну то есть если Хоумента и Хоммик тоже вот такое чуть-чуть схожее, но финны абсолютно эстонский не понимают. Еще эстонец кое-как может финна понять. Ну, у нас есть такая проблема, например, узбек, когда казаха слушает, он просто Ж выкидывает и все понимает, вместо Ж и кратко у них идет. А казах, когда слушает узбек, он думает, куда же это Ж засунуть, чтобы его понять. Ну, кто из Эстонии тоже ездит в Финляндию, работают. Сейчас, конечно, тоже в Финляндии свой кризис начинается, потому что они столько беженцев набирают. Отсюда Таллинк ходит, а там вот Linda Line, он сзади, они такие небольшие эти скоростные, скажем так, катера типа.
В Хельсинки они также все в разное место приходят. Только там немножко расстояния чуть другие. Но больше. А ты сам по национальности русский, да? А я и русский, и эстонец. То есть, ну, бабушка, прабабушка с Эстонии, отец с Белоруссии, его мама с Чувашии, то есть, ну, дедушка с России. Все вместе взято. Часть старого города. Да. Там не везде на машине можно подъехать. А пешком минут 10, да? Да, ну сейчас я вам покажу, в принципе. Вот Гархов сейчас будет с правой стороны. И это вот старый город, он идет кругом, и, то есть вокруг него, в принципе, дорога. А там багаж есть и оставить, да, если что? У Линдолайна, по-моему, должно быть, да. Ты ее в Амстердаме как-то оставил. Там же дорога, же аэропорт. Поехал в город, потом вернулся. И найти не могу, где же оставил. Полчаса искал. Думаю, сейчас опоздают. Ну, если пешком идти, то вот отсюда по дорожке. Вот идет дорожка вдоль Гуркова. И вот здесь начинается старый город, Толстая Маргарета. Тут как раз вот одни ворота. Тут, ну, с разных частей города ворота, вот такие идут проходы. И вот это самый длинный этот шпиль. По негласному правилу выше него нельзя в Таллине ничего строить. В принципе, ничего и не строят. То есть и с высоты, и все, оно чуть-чуть ниже. Ну и высоток особо и нету, да? Да, ну то есть вот такие вот, с него высоту сколько там, 100 с чем-то метров. Ну так популярно передает. Вот эта гостиница вот сделана типа в старом здании. У них, наверное, Wi-Fi есть, да? Много где у нас Wi-Fi есть. В порту должен быть, почти в любом порту есть. И в городе можно места найти. Сейчас с каждым годом расширяют. Что Таллин хотят полностью вообще Wi-Fi покрыть со временем. В принципе, он и есть. Это вход, да? Да, здесь вот справа. Так, спасибо. Китос.